Добрый день, уважаемые дамы и господа, любители шорт-трека. Мы рады приветствовать вас на соревнованиях по шорт-треку вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Ой, я ей бутылку на голову. Сегодняшняя программа включает забеги на дистанции 500 метров у юношей и девушек, а также забеги эстафет у юношей и девушек на 3000 метров. В наших соревнованиях принимают участие представители 11 команд, среди которых Республика Башкортостан, Республика Беларусь, Дальневосточный федеральный округ, Казахстан, Кузбасс, Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Республика Саха, город Москва, Туркменистан. Dear ladies and gentlemen, welcome to the second Winter Children of Asia International Sports Games. Today you are going to see short track competitions at the distance 500 meters and the relay for 3,000 meters. You are going to see 89 athletes from 11 teams representing Republic of Russia, Republic of Belarus, Far East Federal District, Kazakhstan, Kuzbas, Siberian Federal District, Ural Federal District, Republic of Sakha, Yakutia, Moscow, Turkmenistan, and Kuwait. Представляем главную судейскую коллегию вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Судья – технический делегат. Technical Delegate, Irkina Olga. Главный судья. Chief Referee, Sokolov Mikhail. Первый заместитель главного судьи. Chief Assistant Referee, Головина Елена. Заместитель главного судьи. Assistant Referee, Воскресенский Андрей. Заместитель главного судьи по видеоповтору. Assistant Referee Video, Сельдимирова Анна. Главный секретарь. Competitive Steward, Козлова Елена. Заместитель главного секретаря. Competitive Steward Assistant, Аганесян Рузанна. Стартер мужчины. Starter Man, Султанкин Александр. Стартер женщины. Starter Ladies, Воронин Кирилл. Старший судья на финише. Chief Finish Line Judge, Яшина Марина. Старший судья хронометрист. Chief Timekeeper, Шишка. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, мы вновь с вами находимся в Кузбассе, и у нас сегодня второй день турнира по шорт-треку в рамках вторых международных игр «Дети Азии». Ну и сегодня тоже будет у нас совершенно обширная программа, и мы увидим самую короткую спринтерскую дисциплину, дистанция 500 метров. Будет, конечно же, интересно. Ну и мы, естественно, увидим все
все стадии соревнований, начиная с забегов. Ну и опять вот этот замечательный маскот рысенок Тихоня приветствует всех участников. Да, вчера действительно была поистине жаркая борьба. Ну а сегодня она будет не менее жаркая, хотя вот видите, прохладно и в зале в том числе. Да, будьте здоровы. Ну и с вами ваши комментаторы Эмина Малагич, прекрасная спортсменка, двукратный призер чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы и Ольга Богословская. Ну что, начинаем. Все очень быстро пройдет. И начинаем с девочек. Здесь в первом забеге вообще их будет 7. Это Ксения Прибытова, Наиля Сафигулина, Ксения Бабак, Злата Волкова и Лейли Джапарова. Вот представительница Туркменистана присоединилась, да? Да, уже все убежали, да, уже далеко. Уже лидирует, отрывается на полкруга от девушек. Да, ну и видите, надо сказать, что да, это Наиля Сафигулина отрывается от всех. И посмотрите, вроде бы дистанция 500 метров. Казалось бы, ну, супер скоротечная. Что там бежать? Никогда разрывов особых не бывает. А тут вот вам, пожалуйста. Формула выхода... Нет, прошу прощения. Это... Ксения у нас выиграл забег. Ксения, да. Почему вдруг все номера поменялись? Ну да. Ну, Ксения, да, Ксения Прибытова, российская спортсменка. Тут 4 было российских спортсменки и вот одна наша гостья. Формула выхода 2+6, то есть 2 спортсменки напрямую выходят в следующий круг соревнований и 6 будут добираться по времени. Ледовую арену, а на лед выходят участницы второго забега. На экране вы можете видеть победительницу первого забега. Это Прибытова Ксения, Уральский федеральный округ. Ну вот, собственно говоря, таким образом у нас прошел первый забег. О, видите, оперативно у нас появляются результаты, да, и Наиля Сафигулина также войдет в то число, которые будут представлены в следующем раунде соревнований. Ну и будем смотреть за забегом номер 2. И тут, конечно же, наверное, главная героиня – это Анастасия Баранова. Мы вчера смотрели за ее прекрасным перемещением. Была совсем иная дистанция, 1500 метров, длинная-предлинная. Там, конечно, нужны не только скоростные качества, они в любом случае в шорт-треке нужны. Вот 41 номер, как раз она и есть, потому что нет скорости, нет финиша, да, но там нужна скоростная выносливость в первую очередь, а здесь абсолютная скорость. Дарья Тавкан, Ярослава Шабанова, Рената Алимбекова и Мелиса Син. Вот такие спортсменки вышли. Я смотрю, Эмин, лед вроде бы как еще ничего не началось, а такой на вид взрытый уже, да, конкретно боевой. Видимо, со вчера уже такой немножко подиспорченный стал. Да, или так за один забег уже все, да, успели. Взрыто было конкретно. Ну вот, девчонки у нас стартанули. Мы сразу видим, Настя вырывается вперед, лидирует, делает отрыв, старается сейчас, важно тоже показывать быстрые секунды, чтобы в следующем кругу была хорошая позиция, дорожка. И чтобы соперники были, наверное, лучше достались по времени. Девушки уже отрываются. Также у нас здесь есть выход по времени. Поэтому у девушек, кто едет на 3-й позиции, у них еще есть шанс отобраться в следующий круг соревнований. Ну, может быть, сделать это будет
ну, вроде бы, с одной стороны, формула позволяющая, да, говорить о том, что и другие спортсменки выйдут, но, тем не менее, очень много забегов, и те, кто напрямую не попадает в двойку сильнейших, будут дожидаться окончательных результатов, чтобы понять, попала в шестерку, не попала. Ну, а для того, чтобы не наживать себе никаких проблем, как раз и нужно было бы попадать сразу в двойку сильнейших. Но вот в первом забеге Ксения Прибытова, которая выиграла, она вчера была второй на дистанции 1500 метров, так что все лидеры, можно сказать, пока ничего не растеряли. Казахстан. Номер 43. Князева Ольга. Москва. Номер 12. Маслянка Вероника. Дальний Восток. Номер 27. Ну вот и мы видим с вами окончательные результаты. Дарья Тавкан, она, собственно говоря, тоже попадает в следующий круг соревнований без каких-либо вопросов. Так что уже четверку мы с вами знаем. Ну а это стартовый список уже третьего забега. И здесь по первой дорожке, что очень, кстати сказать, важно, Нария Алпызбай, спортсменка, представляющая Казахстан, Ольга Князева, Вероника Маслянка, Дарья Демидова и Сабина Вебер. Но очень важно на дистанции 500 метров, какую, конечно, дорожку ты занимаешь. И мы понимаем, что потенциальные лидеры, а есть, кстати сказать, рейтинг и на дистанции 500 метров. Сейчас мы доведем этот забег и посмотрим. Посмотрите, тоже есть соперничество, да, Вероника Маслянка навязывает это соперничество, как я понимаю. Да, и вот так вот они вдвоем и Финишируют. удаляются от всех. Всегда удивляюсь, когда смотрю дистанцию 500 метров, и люди едут без рук. Кажется, что... Что это значит? Что это, да? Объясни, пожалуйста, что значит Без едут рук. без рук. Но обычно, когда бежишь спринтерскую дистанцию, нужно работать руками, чтобы помогать себе еще больше набирать скорость. А тут люди убирают руки, и кажется, ну как, надо же быстрее бежать. Но я знаю, что многие топовые спортсмены, кстати, да, в то число входит казах, Абзал Ашгалиев, тоже есть у него такое, что он едет спринт 500-ку без рук. И я тоже каждый раз удивляюсь, каждый раз его спрашиваю: Абзал, ну как можно так ехать? Он говорит, ну вот, привык, мне так быстро. Ну что, и здесь мы тоже все уже поняли с этим забегом. Но вот вчера сборная Казахстана, как не повезло в смешанной эстафете, да, одно падение и свело абсолютно все усилия всей команды на нет. Очень, конечно, жалко. Ну и следующий забег, забег номер 4, это Василина Шарагина, Сюзанна Халко, Дарья Мальцева, Софья Симакова и Мария Антонова. Ну вот мы вчера обсуждали по поводу фальстарта, да. Здесь все-таки на этих соревнованиях еще не включили дисквалификацию с первого фальстарта. Как на Кубках мира это является тестовым проведением. Поэтому вот девушки у нас уже стартанули. Стараются опять набирать скорость. Софья Симакова, ушла на вторую позицию. Старается лидировать за Василиной. И сейчас важно быстро разгоняться и показывать максимальное время, как я уже говорила до этого. Но здесь вот как-то вот поплотнее весь забег идет. Ну да, там одна спортсменка отстала, а в общем все остальные еще имеют хоть какие-то шансы, хотя финишный круг, и все очень здесь уже понятно, более или менее. Также, видите, финишировали девчонки. Молодцы. Василина Шарагина крупным планом на ваших экранах. И, естественно, она тоже попадает в следующий круг соревнований.
Ну вот у нас сейчас результаты более оперативно поступают к нам. И Софья Симакова, да, как я понимаю, из Казахстана. Да. Да, ну вот они тоже, две спортсменки, также на финише, да, у Софьи там тоже конек поехал, не дай бог бы упала. Да. Здесь тоже важно, чтобы финишировали девушки в финишный створ, потому что очень часто бывают такие моменты, что спортсмены финишируют, и результат не засчитывается. Очень часто такая ситуация бывает в борьбе. Ты хочешь быстрее финишировать, бросаешь этот конек на финиш, а оказывается, что не попадаешь в финишный створ. Очень обидно. Ну а вот сейчас мы увидим с вами по первой дорожке спортсменка, которая входит в топ-5 по рейтингу, а именно 5-я, я имею в виду Дарья Кревских. Здесь у нас Мария Артамонова, Мария Бухтеева, Ксения Лукашевич. И Ксения Кривоносенко, да? Кривоносенко, да. Так, ну что, тоже все очень быстренько у нас пошло. Видите, дистанция какая, 500-метровая. Девчонки в основном все держатся ровненько вместе, да, по сравнению с 1500 метров. Если там они как-то разбредались по дистанции, то здесь мы видим, что все друг за другом следуют и стараются навязывать борьбу. Последний заключительный круг у нас идет. Прикрывают бровку, чтобы никто никуда не залез. Но вот здесь вот правда самый, по-моему, плотный забег получился, самый плотный. Ну и как раз Дарья Кревских у нас выигрывает в этом забеге. И попадает, естественно, в следующий круг соревнований, как, по-моему, и Мария Бухтеева. Да, давай еще раз посмотрим. 4 спортсменки. Но вот, может быть, вот мне кажется, что те 2, которые были за спиной, тоже попадут в следующий круг соревнований. Потому что не такие были большие разрывы. Да, но у нас из 7 забегов проходит 6 спортсменок с 3-й позиции. Да, то есть если не будет никаких выведений в следующий круг, то из 6 забегов девушки с 3-й позиции смогут пройти в 1/4 финала. Вот результаты на ваших экранах. Да, пока вот Мария Артамонова, как говорится, на листе ожидания. Ну и идем дальше. В следующем, уже в 6-м забеге будут принимать участие такие спортсменки. Дарья Степанова, Айзада Алтынбек, представительница Казахстана. Александра. Смотрю, справедливо ли. Все я, да. Александра Ковалева, дальше Яна Макарова и Менгли Чичаева из Туркменистана, еще одна спортсменка. Вот Эмина Малагич задалась вопросом, где они тренируются. Ну, действительно, мне кажется, что вот в таких странах теплых обычно мы, ну, кого, азиатов, да, видим, европейцев, заокеанских спортсменов. Ну, вот так, на таком уровне действительно вот только там сборная Казахстана проявляет себя. Я имею в виду на взрослом уровне, уже на уровне высшего мастерства. Пока здесь еще мастерство уже есть, но не высшее. Ой-ой-ой. Падение. 3 спортсменки у нас продолжают борьбу за выход в следующий круг. И здесь как раз вот Дарья Степанова. Разгоняется, да, пытается набирать тоже скорость, лидирует. И вот финишный сейчас круг, все от него будет, да, финишный даже не круг, собственно говоря, а финишный отрезок. Да, Дарья Степанова из Республики Беларусь выигрывает этот забег. И довольно уверенно у нее все получилось. И, по-моему, Айзада Алтынбек, да, вторая была? Ну, сейчас нам прояснят все в графике. Да, именно так.
Именно так. Эх, падение. Жалко, конечно, которое лишает возможности пройти дальше. Надеемся, сегодня не будет у нас вопросов по дорожкам, да, как вчера, а то из-за этого у нас получаются небольшие путаницы. 500 метров очень важно. И не только у нас. У спортсменов тоже были путаницы. Так, что-то просматривают, да? Да, хотя... Там было падение, но мне кажется, что, очевидно, вроде бы вокруг спортсменки никого и не было. Но, тем не менее, смотрите, какое бурное обсуждение идет. Ой, что-то ничего не вижу, ничего не слышу. Сейчас посмотрим, во что оно выльется. Все в ожидании. Ну и мы, собственно говоря, тоже. Дарья Степанова, как мы сказали, ну, с этим забегом уже разобрались. И заключительный у нас забег на дистанции 500 метров, дорогие друзья. Это так называемые хиты, да, то есть вот первый раунд, начало. И здесь Дарья Дульцева, Алиса Гирман, Айсара Лабиб, Ксения Заболотная и Софья Спорыш. Софья Спорыш, представляющая Республику Беларусь, Лабиб Казахстан, ну а остальные российские спортсменки. Ну вот и после этого забега мы уже окончательно выясним, кто проходит в следующий круг соревнований. И в начало забега мы видим, что произошло небольшое столкновение у девушек. И сейчас важно догнать своих соперниц, разогнаться. Дарья Дульцева, у нас так получается, что все те спортсменки, которые стояли на первой дорожке, то есть ближе к внутренней бровке, все пока выигрывали свои забеги, точно так же, как... Ой-ой-ой, да. Ну вот, если ты не участвуешь в этой куче мале, да, то все зависит от тебя. А если ты очень близко расположена к соперницам, то уже жди какого-нибудь от них подвоха. Дарья Дульцева, по-моему, очень даже уверена, более чем уверена, без какой-либо борьбы. А вот, кстати сказать, кто вторым-то прибежал, кто была та вторая счастливица, которая тоже уже без нервотрепки понимает, что она участница, продолжает соревнования. Ну, давайте еще раз посмотрим. Софью Спорыш нам показывает, что там было вот на финише. здесь мы видим. Ой, тут сама. Хотела сделать обгон и не смогла справиться со скоростью, да. Айсара Лабиб вчера она была пятой на дистанции 1500 метров, а сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обидное падение. Да, показывают еще раз нам Дарью Дульцеву. Огромный совершенно запас у нее просто, что там за спиной. Ну, сейчас нам в графике прояснят, потому что, в принципе, мы двойку сильнейших называли в каждом забеге. И здесь кто была вторая, да, ну, вот как мы и поняли, Софья Спорыш, спортсменка, представляющая Белоруссию, также проходит в двойку сильнейших, но остальных мы уже выясним, когда будем комментировать следующий раунд.
Мирджан Толиген сейчас лидирует. И напомню, что днем ранее он стал обладателем серебряной награды на дистанции 1500 метров. Представитель Казахстана Владислав Волков, Никита Черняев, Никита Шипеев и Вахитов, представляющий Туркменистан, прошу прощения, Туркмению. И это все те спортсмены, которые были на старте. Ой-ой-ой, лидер падает, но успеет? Нет, уже не успеет. Представляете, вот осталось буквально там 20 метров, да, или меньше того до финиша, и такое обиднейшее падение. Ой-ой-ой, да, очень обидно. Вот я буквально вчера про это говорила, когда ты лидируешь, а у тебя огромный отрыв от соперников, да, буквально на полкруга, ты расслабляешься, пытаешься, да, думаешь, все, вот он финиш, и такое досадное падение. Ну, может быть, по времени выйдет, потому что он успел финишировал, вроде бы по-моему, четвертый. да? Эх. Представляете, такой огромнейший отрыв, и сейчас буквально, вот ой-ой-ой, вот здесь вот поехал конек, да, пол виража осталось, заложил круто. Обидно, очень обидно. Пытался выгрести, смотрите, да, вставал, добегал. И таким образом Никита Черняев у нас выигрывает в этом забеге. Сегодня у нас еще эстафеты, уже такие классические, ну, мужская и женская, не смешанные эстафеты. Так, и Владислав Волков, второй уже... Нет, успел третьим финишировать все-таки, вот, да. видишь, поэтому есть шанс у него. Молодец, да, сообразил. Да. Вот этого запаса хватило для того, чтобы быстро сориентироваться, встать, и все правильно сделал. Надо каждый шанс, буквально каждый шанс использовать. Так, ну и в этом забеге с первой дорожки стартует Владимир Панферов. Ему точно повезло вчера, да, и он в итоге был третьим, хотя изначально был четвертым, но там произошла пренеприятнейшая ситуация с одним из спортсменов. Он был дисквалифицирован, красную карточку аж получил за нарушение этических норм в первую очередь. Это фальстарт, да, как я понимаю. Да, и поэтому теперь этот спортсмен не сможет участвовать на этих соревнованиях. И это красная карточка, дисквалификация на период всех соревнований. Так, здесь Эмиль Рухов, Арсений Носков, Игорь Гриценко и Ярослав Жемчужин, господи. Второй фальстарт. Все, кого-то сейчас с ним... Владимир. Представьте себе, Володя, ах, да что ж так-то? Эх, вчера повезло, а сегодня удача полностью отвернулась от спортсмена. Хотя Володя, похоже, является вторым, да, по рейтингу среди спортсменов на дистанции 500 метров. И, конечно, тоже досадный фальстарт. Да. Кстати сказать, Тольген, он лидер рейтинга на дистанции 500 метров. И вот это все вкупе, да, позволило ему все-таки третьим быть. Но я думаю, что он должен попасть. Во всяком случае, ну, хотелось бы, да, Будем ждать, не должна так удача отворачиваться. Будем ждать. Потому что, да, второй лидер, который уже так вылетает, очень обидно. Конечно, безусловно. Ну, ребята уже у нас уходят в отрыв. Несмотря на то, что, да, лидера одного нету, все равно ребята едут быстро, уезжают от соперников. И сейчас у нас Эмиль отрывается. И остается один круг до финиша. Уверенно уходит вперед. Сейчас главное спокойно пройти последний вираж. Да, который оказывается скользким для многих. Ну и Эмиль попадает, да? Эмиль Рухов попадает в
следующий круг, конечно же, если бы Володя остался, тут была бы более, мне кажется, такая жесткая борьба даже за первое место. Также у нас проходит Арсений Носков. Мы увидим его уже в четвертьфинале игр. Можно сказать, что у мужчин, точнее нужно сказать, что у мужчин у нас квалификация 2+2. Если у девушек у нас была квалификация 2+6 Потому по что здесь 8 времени, забегов, да? здесь у нас забегов больше, поэтому меньше народу проходит по времени. Плюс нельзя забывать, что могут быть выведены спортсмены за какие-то нарушения, будут дисквалификации, и поэтому нельзя рассчитывать на выход по времени. Всегда максимально нужно стараться выходить с первой, второй позиции. Ну вот в следующем забеге у нас Андрей Петров, который завоевал 2 золотые награды, так же, как и Анастасия Баранова. Это москвичи. Они взяли по золотой медали в индивидуальном первенстве и в смешанной эстафете тоже были лучшими. И надо сказать, что это все воспитанники семейной пары Елизаветы Ивлевой, Алексея. Понятно, что это родители, это фальстарт здесь был, это родители Константина Ивлева, серебряного призера Олимпийских игр на дистанции 500 метров. И представляют они Московскую школу Воробьевы горы, да? То есть вот Московская школа Воробьевы горы, там, где работает эта семейная пара, взяли практически все. Ну и вот, как я понимаю, что Андрей Петров просто Елизаветин персональный ученик. Она как раз вместе с ним сейчас на соревнованиях. Вот стоит рядом у бортика. Поддерживает своего спортсмена. И мы видим, вот как раз Андрей пытается сделать маневр, обгон. У него это хорошо получается. Кирилл Терехов, Семен Калягин, Павлов, да, и Джабаров. Вот один наш гость. Достаточно плотно ребята идут в этом забеге, и скорость очень неплохая. Как я могу видеть, что достаточно быстро едут по сравнению с предыдущими забегами. Уже чувствуется, что начинают разгоняться, начинают просыпаться, наверное, ребята все-таки. Ну да, потому что еще есть и определенная разница во времени, и вряд ли они сумели полностью пройти не акклиматизацию не в плане климата, да, а с часовым поясом уже быть на «ты», потому что от Москвы до Кемерово все-таки 4 часа разница имеется, и они живут, наверное, все-таки по московскому времени, а в Москве рановато. Да. С 6 утра начали мы с Именой Малагич этот репортаж. Вот, поэтому думаю, что ну уж совсем. Хотя представители шорт-трека, они такие привыкли, вы должны были быть всегда и совами, и жаворонками одновременно. Самое сложное было вот для меня в период акклиматизации, это, наверное, когда у нас проходили Кубки мира в Китае. Ты приезжаешь туда, и хочется спать, но нельзя. И вот ты идешь, где-то гуляешь, проводишь время как-то, чтобы только не уснуть, чтобы нормально можно было поспать ночью. Так, ну здесь следующий у нас 4-й забег. И здесь Данила Щербенко будет с первой дорожки стартовать. Далее Арсен Тимирбаев, Башкортостан представляющий, Арсений Березин, Республика Беларусь, Семен Павлов. И вот один представитель, вышел он, да, из Кувейта, да, Али Алали.
Но это вот такая вообще экзотика в мировом шорт-треке, абсолютная экзотика. Я ни разу вообще не встречалась, чтобы на Кубках мира, даже в первом раунде ни разу не встречала, чтобы были вот представители этой страны. А может быть, пора уже? Пора развивать шорт-трек во всех уголках нашей планеты. И, конечно, это классно, что есть такая возможность у них сейчас даже принять участие в этих соревнованиях, как-то попробовать себя и почувствовать, наверное, вот этот дух вот этих детских игр. Обязательно. Данила Щербенко сейчас выигрывает в этом забеге. И сейчас посмотрим, кто был вторым. Он выигрывает уже в любом случае. Но впереди бежал, поэтому никаких просмотров с точки зрения его попадания быть не может. Сразу отделился, вот как по первой дорожке начал. И дальше наращивал скорость, не смотрел, что там у него за спиной происходит. И в результате... А вот кто из ребят? Тимирбаев, да? Да, по-моему, да. Вторым был под 30-м номером Арсен Тимирбаев. Сейчас в графике окончательно тоже все. Ждем, да, итоговый протокол. Ну вот, видите, первые два забега у нас прошли совершенно непредсказуемо, да, и Тольген упал, лидер рейтинга, и, к сожалению, Панферов Володя второй фальстарт сделал и не смог пройти уже, продолжать борьбу. Очень, конечно, печально, что это так. Александр Симакин, Матвей Магер, два здесь Матвея, Матвей Шапаренко, Богдан Хасанов и Никита Авдеев. А вот здесь видите, как у нас получилось, что Матвей Магер, он белорусский спортсмен, он со второй дорожки стартовал, а сейчас вышел вперед. Пытается лидировать, но Симакин его проходит и старается уехать от соперника, пытается уехать, да, и появляется небольшой отрыв. И так уже тоже аккуратничает, чтобы, не дай бог. Да, все-таки спортсмены видят предыдущие забеги и думаю, что пытаются сделать какие-то выводы, работу над ошибками перед своим забегом. И уже, чтобы провести гонку хорошо, выходят на старт уже подготовленные к разным моментам. Ну и очень хорошо. Да, Александр Симакин, видите, со стартом, может быть, не совсем заладилось, но потом все пошло как надо, как по маслу. Да, но у Матвея очень хороший был старт, поэтому было тяжело, наверное, противостоять ему. Все, спокойно. Показывает, что и сил-то не потерял. И сейчас у нас шестой забег на старте. Марк Анкудинов, Даниил Бычков, Санжар Бекенжан, Владимир Комков и Михаил Проняев. Вот с первой дорожки у нас москвич, да, Марк Анкудинов. Да. Посмотрим, как он себя проявит. Также у нас здесь представители Беларуси и Казахстана. Третье время в предыдущем забеге показал представитель Уральского федерального округа номер 68 Хасанов Богдан. И это шестой забег по счету. Еще впереди два забега. Вот состав на ваших экранах. Мы его уже назвали. Впереди два забега. И видите ли, у девочек все как-то было более стандартно, предсказуемо, без каких-либо вот таких
Чудес для кого-то со знаком плюс, для кого-то со Да. знаком минус, для конкурентов со знаком плюс, когда кто-то выбывает из борьбы, а для самих спортсменов это, конечно, неприятность. Вот хороший старт сейчас был у Санжара, но что-то немножко не получилось. Запинали его на входе в поворот. Ну и Марк Анкудинов, как вот он с первой дорожки стартовал, да, так он и продолжает довольно уверенно. Там преследователь Бычков, Данил Бычков из Республики Беларусь. Правильно ли Да, так? пытается всё? его догнать. Еще круг до финиша. И сейчас посмотрим, получится ли казахскому спортсмену догнать лидеров. Прям совсем чуть-чуть не хватает ему. Ну и финиширует первый, второй у нас Марк Анкудинов и Даниил Бычков. Ну, вроде бы вот как тоже, слава богу, без падений, с первых двух дорожек. Хотя там было это с Санжаром Бекежаном, да, Да. в какой-то момент непонятно было, кто выйдет на вторую позицию, но потом все у нас прояснилось. Казахстан. Номер 44 Наджук Захар, Дальний Восток. Номер 61 Карибов Денис, Сибирский федеральный округ. Номер 73. Сейчас ждем, да, седьмой забег. Да, Дмитрий Хисматуллин будет стартовать по первой дорожке. Вот. И Алим Гиреев, да, Алим Гиреев. Из Казахстана. Ну, здесь нам все, у судей нет работы фактически. Чисто спортсмены проходят круги соревнований вот эти вот. Пока что, по-моему, еще ни одного разбора не было такого большого. И седьмой забег. А еще Захар Наджук, да, здесь. Да, Денис Кабиров и Дмитрий Малышев. Вот фальстарт. Ну, первый законный. Еще узаконенный пока. Еще вот пока, да. У взрослых уже нет, а у детей еще да. Есть право на ошибку, как я говорю, пока что. Вот надо уже привыкать без таковых. Да. И вот у нас вперед врывается спортсмен Дмитрий Исматуллин. И следом за ним идет Алим Гиреев. И делает вот он как раз сейчас обгон по внутренней бровке. И обошел. И, видишь, слишком позицию, заложил. Да. И сейчас будет следовать, думаю, за своим соперником, чтобы спокойненько финишировать и выйти в следующий круг соревнований. Ну да, здесь совершенно не нужны сейчас обгоны, но с другой стороны, опять-таки, вот и Мина говорила, и мы 1000 раз говорили по поводу того, что почему важна эта борьба, потому что неплохо было бы в следующем раунде занять первую дорожку, и это тоже критически важно на дистанции 500 метров. Очень быстрая, самая скоротечная. Хотя, как мы можем помнить, Виктору Анну это не помешало стартануть с последней дорожки. Это надо быть Виктором Анном. Это надо быть Виктором Анном. Да. В любом случае, вот уже спортсмен, да, не выступает, а всегда мы каждый сезон обязательно говорим о нем всегда, потому что, ну, как все специалисты говорили и конкуренты, такое впечатление, что у него глаза есть и на затылке, да, Да. не только на лице, но еще и на затылке. Сама до сих пор, когда вспоминаю забеги, когда мы с Виктором бегали вместе, даже вот эти смешанные эстафеты, когда он делился своим опытом, это было что-то невероятное и чудесное. Когда он тебе раскладывал весь забег по полочкам, ты с удивленными глазами стоял, смотрел на него и не понимал, как это возможно.
Это вот такой и опыт, и мудрость. Роман Зеленин, дальше Мадихов из Казахстана, наш гость, Вячеслав Шишкин. 4 человека здесь, да, здесь поменьше, да, здесь не 5, да. И Сергей Малышев. Вот, ну, значит, задача чуть легче. 50% На одного соперника меньше. Да, попадает в следующий круг. 50 неоднозначно. Неоднозначно. Роман Зеленин из Республики Беларусь. Он, как и был на бровке. А вот сейчас посмотри, видишь, как это все подрастерял. Соперники подтянулись, и уже совсем другой расклад из Казахстана, да, Малияр Мадихов. И сейчас будем смотреть, предпримет ли Вячеслав у нас попытку обгона на финише. Не хватило чуть-чуть, да. Так, ну, мы подведем сейчас итоги, и уже нам понятно, что, допустим, и Андрей Петров рвется к очередной медали в мужском разряде, и в женском разряде тоже, как Анастасия Баранова также хорошо провела, и это будет крайне интересно. Давайте еще раз посмотрим. Тут вот были попытки, 2, и успешные в том числе обгона. Вот видите, так. Очень грамотно все сделал спортсмен, разогнался, набрал большую скорость и с легкостью смог пройти спортсмена по внутренней дорожке. Мадияр Мадихов, да? И спокойно добирается до финиша. Итак, здесь 2 потери у нас, но не очевидная одна пока, потому что мы окончательно не знаем состав следующего раунда, но точно то, что медалист на дистанции 1500 метров Владимир Панферов выбыл из борьбы, получив пенальти за второй фальстарт, это совершенно очевидно. Прерываемся ненадолго, вернемся, чтобы посмотреть за дальнейшим развитием событий. Ну что, друзья, мы по-прежнему в Кемерово, и второй день турнира по шорт-треку в рамках вторых зимних международных игр «Дети Азии». И у нас с вами на повестке дня уже 1/4, то есть четвертьфиналы дистанции 500 метров, и всего мы увидим 4 четвертьфинала. Ну и как по традиции уже первого дня покажем не только главные круги, то есть вот четвертьфинальная стадия, там будут уже лучшие собранные, но и те, кто уже не претендует ни на какие награды, ни на какие медали, но просто на более высокое рейтинговое место, они тоже будут продолжать соревнования, но мы их увидим уже в других группах, так называемая группа 3, да, например, группа 2, группа 3. Но главное, что сначала мы посмотрим именно за теми поединками, где спортсменки будут отбираться в самые настоящие полуфиналы. А полуфинал, что такое полуфинал на 500 метров? Это то же самое, что финал, только одни попадают в финал Б, а другие попадают в финал А, где, собственно говоря, имеют возможность разыграть награды. Тут все в регламенте больших соревнований, но есть, например, небольшое но. Да? Например, для меня удивительно было, что эстафета смешанная не 2000 метров, а 3000 метров. Да? Но классические эстафеты мы тоже сегодня с вами увидим.
Ну, Казахстан вперед, мы бы сказали, Россия вперед тоже. Мы, естественно, очень доброжелательно относимся ко всем соперникам, но, конечно, в первую очередь болеем за своих. И состав первого четвертьфинала на дистанции 500 метров у девушек. Ксения Прибытова, ну вот, наверное, одна из самых сильных, во всяком случае, в этом четвертьфинале. И она завоевала право стартовать с первой дорожки. Дальше Софья Симакова. Она у нас представляет Казахстан. Вероника Маслянка. Еще одна российская спортсменка. Ярослава Шабанова. Она, в свою очередь, белорусскую команду представляет. Ну, вы это тоже видите в графике. И Мария Артамонова, также попавшая в эту стадию соревнований и, во всяком случае, еще не лишившаяся возможности продолжать далее борьбу за награды, в том числе. Почему нет? И, конечно же, в первую очередь мы отмечаем спортсменку, ну да, Вероника Маслянка нам показывают, Ксению Прибытову по одной простой причине. Мы уже знаем, что она является серебряным призером на дистанции 1500 метров. Уральский федеральный округ она представляет. Так мы вчера любовались смотрели за успехами и на хорошие результаты москвичей, но не только московские спортсмены показывают здесь свое мастерство. Ну вот видите, тоже, да, вроде бы четвертьфинал, а тоже группа-то подрастянулась. Да, но сначала был небольшой какой-то казус на старте у Ксении, но потом она быстренько вернула ситуацию в свои руки и вернула свою позицию и уверенно уехала от своих соперниц. Не главное, как стартовать, главное, как финишировать. Все верно. Да, все очень простое, да, у нас здесь. Так, Ксения Прибытова выигрывает, также за явным преимуществом. Понятно, что она уже попадает в полуфинал. Формула выхода 2+2. Не мудрство, как говорится, лукаво. То есть две спортсменки обеспечивают себе уже приближение к финалу. Но пока еще полуфинал. Ну да. Да, вот. показывает видеоповтор. Да, там Софья Симакова быстрее стартовала, чем Ксения. Но стартовая скорость тоже имеет значение. Почему нет? Над скоростью хорошо было подработать, ну, впоследствии, да, потому что на дистанции 500 метров это очень важно. Сейчас, смотря Кубки мира, понимаю, что все девушки подтянули свой старт, и буквально в каждом забеге видно, что уже нету такой разницы между спортсменками. То есть все стартуют практически на равных. И неважно, с первой дорожки или с последней, все максимально стараются убежать вперед. Да, только вот даже мировые рекорды не гарантия устойчивости. Все верно. Да, у нас так получается. Ну и следующий у нас забег — это Василина Шарагина, российская спортсменка. Она будет стартовать с первой дорожки. Сюзанна Халко. Тут, собственно говоря, нет гостей, тут все россиянки. Дарья Тавкан, Дарья Дульцева и Александра Ковалева. И фальстарт у нас сейчас. Ну, что, есть узаконенный. Вот почему я говорила, что на дистанции 500 метров тоже он не нужен, поскольку в основном, да, бывают исключения. Но я не знаю, в подавляющем большинстве, наверное, в 90% случаев опытные или совсем неопытные спортсмены пользовались этим фальстартом для того, чтобы пораздражать соперников. Но по-другому никак, да? Еще только... Ой-ой-ой, это рестарт будет. 3 спортсменки упали. И это действительно такая напряженная, опасная ситуация, потому что поднимутся быстро или нет. Тут будет рестарт, и все участницы, все выйдут на старт. Вот интересный очень, да, нашлемник, да, у Василины Шарагиной, то есть вот с задней стороны, что он придерживает волосы, в чем здесь вот фишка?
Возможно, шлем очень большой, и спортсменка просто поэтому надевает что-то под него, чтобы он не шатался. Скажи мне, пожалуйста, вот нет правил никогда не было, что надо волосы, сильно, ну да, да, в сильно, лицо сильно, да, прям. что надо волосы прибирать. Вот, например, за тобой бежит кто-то, да, а у тебя там хвост, я не знаю, там в метре твой, и в лицо соперницы. Нет никаких Нет, таких не правил? слышала про Нет, них, в про легкоатлетике правила. тоже нет. Да. Это я так это больше с шуточным подтекстом спрашиваю. Но тоже, между прочим, вот я хочу сказать, вперед выходишь, а дальше соперница может быть действительно мешать твои роскошные волосы. Но это, конечно, проблема соперников, а соперница, а не Да. твоя проблема. Но мне кажется, с очень длинным хвостом мне не очень удобно бегать, хотя о чем я говорю, у меня у самой были длинные волосы, Да, и я да, всегда да, этот да, я- хвост распущу, Вот я поэтому все, тебя и чтобы посмотрели. Да. Мне всегда нравилось, да, его распустить побольше, чтобы все посмотрели, какая я красивая. Что в шорт-треке, слава богу, не прижилось. Вот мы много следим за легкоатлетическими событиями и видим, да, как, на какой скользкий путь когда-то стала Международная легкоатлетическая федерация, когда стала допускать до женских там забегов или до женских видов людей с нечеткой гендерной принадлежностью. И, конечно же, когда тестостерона мужского полно в женском или а-ля женском организме, то, безусловно, это влияет на результаты. И в некоторых дисциплинах, ну, то есть эти особые, они в технические виды как-то до них не доходят, потому что там совершенно, как говорится, другие правила игры. А вот там, где просто, как это, пруха, как называли всегда спортсмены, да, это вот здесь их конек. И таких проблем в шорт-треке нет, то есть в конькобежном спорте все-таки более вменяемые находятся руководители, которые с глазами и просто понимают. И причем много раз мы говорили, нет, мы вообще, мы любим людей, любых людей абсолютно, но просто почему в женском забеге? То есть это не толерантно, а с точки зрения девчонок это толерантно, когда они там всю свою жизнь вкалывают, потом выходит соперница с другим уровнем тестостерона и вообще нигде никогда не была и проявляет себя вот сразу, да, ну вот как вот у нас в зимнем сезоне одна особа, это что-то 17, что ли, рекордов личных в одном сезоне только, да, там, на 60-метровом отрезке, это вот для тех, кто понимает, да, с 7 там 55 Василина Шарагина у нас выигрывает, с 7:55 до 7:06. Это годы тренировок должны быть, чтобы так скинуть, это вот 6 метров ты у себя выигрываешь, да, на 60-метровой дистанции 6 метров. Должны быть годы тренировок. А тут достаточно это одного сезона, до 3 месяцев. Но вот слава богу, что этой темы никогда не касаемся мы в шорт-треке. Здесь И, совершенно надеюсь, не все коснемся, очевидно, да. Но это тоже вот мы говорим о вменяемости руководства международного. Так, ну Василина Шарагина в любом случае завоевывает право выхода в следующий круг, да, и Сюзанна Халко, да? Да, вот тут можем, кстати, отметить, что уже даже вот сейчас четвертьфиналы девушки уже начали показывать быстрее секунды, чем в предыдущем забеге. То есть видно, что уже немножко разошлись, разбегались, почувствовали, наверное, вот эту скорость, лед. И сейчас все быстрее и быстрее будут показывать свои секунды. Нурия Алпызбай, Мария Бухтеева, Дарья Степанова, Ольга Князева и Софья Спорыш. Ну и представительство Белоруссии здесь аж двукратное. Это, соответственно, и Дарья Степанова, и Софья Спорыш. Ну и Нурия
Алпызбай, она представляет Казахстан. И То как есть, раз, видите, да, вот вырывается вперед. ну и она хорошо, кстати сказать, провела и предыдущий раунд. Следом за ней следует у нас спортсменка из Беларуси. Пытается ей сопротивляться москвичка Мария Бухтеева. И вот сейчас будет обгон. Нет, все-таки обгона не было. И по заключительный круг. Ну, попытается ли у нас Мария сейчас что-то сделать на финише? Но нет, не хватает. Нет, не получается, да, не получается. Но, во всяком случае, все-таки мы сказали, Формула 2+2, она на третьей сейчас позиции, прибыла к финишу, а стало быть, все-таки шансы сохранила на продолжение борьбы. Давайте еще раз посмотрим. Да. И в следующий круг у нас выходит Нурия Алпызбай и Дарья Степанова из Республики Беларусь. Ну вот пытались тут что-то девушки побороться за позицию, но не получилось у них это сделать. И теперь у Марии позиция в ожидании финальных забегов, на четвертьфинальных забегов, где она будет уже знать, попадет ли она в полуфинал или нет. Ну и заключительный четвертьфинал у нас с вами грядет в женском исполнении. И здесь с первой дорожки будет Анастасия Баранова стартовать. Еще раз скажу, что Настя уже имеет 2 золотые награды. И она москвичка, школа Воробьевы горы. Еще раз подчеркнем. И понятно, что там работают суперспециалисты, которые сначала сына своего доводили до определенных вершин, ну а потом уже была такая отточка в сборной. Конечно, про Константина Ивлева я говорю. И если за своими юными воспитанниками они могут наблюдать, ну, во всяком случае, Елизавета, да, стоя на арене, то за своего сына, как это Алексей рассказывал, что они в машине болели. Конечно, разница с Китаем тоже была большая, поэтому... Да. Итак, у нас борьба здесь. Борьба. Анастасия Баранова. Да, борьба у нас за первую даже позицию. Ну вот, продолжится эта борьба или нет. Айзада Алтынбек из Казахстана, соответственно, тоже, в общем, довольно зрело. Да, у нее все получилось. Но Анастасия Баранова выигрывает, в общем, достаточно тоже зрело. Ну, вроде бы никаких судейских корректив здесь нет. Обычно это бывает, когда все в толпе начинают, все звенят, да, все одного уровня. Здесь разница в уровне, она просто гигантская. Да, в основном борьба сейчас происходит на стартовой позиции, и уже со старта все определяют свои позиции и дальше двигаются на тех же местах, как они разыграли. Сейчас будем смотреть, что будет в полуфинале. Думаю, там уже борьба будет поинтереснее. Да, ну, может быть, как-то и будет поровнее, да, поровнее. Хочется, чтобы не такие огромные разрывы сумасшедшие были, да, а все-таки, чтобы вот как раз там Елизавета, да, Ивлева была. Ну и дальше мужчины, мы тоже такую же стадию посмотрим с вами. Четвертьфинал. Формула выхода такая же, как у девушек, у юношей. И, пожалуйста, состав на ваших экранах.
Александр Симакин займет бровочку. Ну, вот мы говорили о том, как важно было пробежать с хорошим результатом, не только быть там первым или вторым, но и показать еще достаточно серьезное время, чтобы уже точно понимать, что занимаешь бровку. Также у нас в забеге здесь участвует Семен Калягин, Кирилл Терехов, Никита Черняев и Арсений Носков. Терехов, наверное, да? Да. Да, вот такие спортсмены. И опять у нас эти разрывы. Там за второе место идет, ну, серьезное, Рубилово такое. За второе место, посмотрите, как, да? Как там Никита Черняев борется со всеми. По-моему, он и второй приходит к финишу, да? Ну, то, что Александр Симакин выиграл, мы это тоже с вами изначально понимали. И второй надо все-таки окончательно, чтобы табличку нам дали итоговую. Ребят, уже борьба у нас поинтереснее происходит. Конечно. Уже за вторую позицию прям борются все. Да, три человека было. Надо уметь, как это... Я смотрю там на шинки Кнекта, да, опыт на опыте и опытом погоняет. Да, не хватает физических кондиций, но когда можно вот этим вот своим опытом, вот этим раз конечек, сразу все видно, да? Да. Прелесть. Для меня Шинки тоже очень, я его считаю очень талантливым спортсменом, превосходным, наверное, спортсменом. И, конечно, какие результаты он вообще и показывал, и показывает. Я им восхищаюсь, можно так сказать. Да, извечный соперник нашего Семена Андреевича Елистратова. Да. Теперь уже Андреевич, да. Мне кажется, что вообще мирового шорт-трека без Сени Елистратова, без Шинки Кнекта, вот мне кажется, что его не было никогда. Вот сейчас даже Чарльз Хэмлин не участвует, и тоже, на самом деле, вот я скучаю по нему. Да, ну, знаешь, тоже поставил такую, сколько, 38 да. Ему уже было лет, когда все-таки золотая точка была, хоть в эстафете, да, хоть не в личном, говорим о трехкратном олимпийском чемпионе. Так, у нас второй здесь забег, и у нас здесь Данила Щербенко. С первой дорожки он стартовал. Данил Бычков, Эмиль Рухов, Вячеслав Шишкин и Арсен Тимирбаев. И вот сейчас пытались побороться за вторую позицию, но не стали рисковать. Ребят, видимо, не хватало им скорости. Да, ну, Даня у нас выигрывает. Данил Щербенко. И второй Даниил. Вот второй... По-моему, если я не ошибаюсь, Даниил Бычков финиширует на второй. Ну, там такая тоже вот три человека. Уфимцы не смогли составить конкуренцию все-таки вдвоем. Вроде, да, могли какую-нибудь командную тактику придумать. Да? Но не получилось. Ну, может быть, и была немножко она в какой-то момент. Но 500-метровка. Я не знаю, там вообще командная тактика имеет место быть. Вот я видела, как, допустим, ну, с Хюлтинг, да, и не только представительницы сборной Нидерландов, поскольку там у них кто только не тренируется, да, и даже в одной команде, когда они выступают, все равно видно, что одна закрывает внутреннюю бровку, а другая как бы вторую дорожку, да, и добро пожаловать. Да, есть у тебя силы этой большой волной с третьей, там, с четвертой дороги или нет, но 500-метровка, что тут вот, говорить, Данил Бычков, да? Да, а мне вот сразу вспоминаются забеги с братьями Шаолинем и Шоуангом Лю. Вот у них, мне кажется, любая дистанция, у них идет действительно прям братская вот эта тактическая борьба.
всегда едут, прикрывают друг друга. Единственные спортсмены, которые так выступают, мне кажется, друг за друга на дорожке. Да, ну вот сейчас будут они выступать теперь в составе сборной. У нас рестарт, видимо, потому что не очень понятно, да, вроде никто не упал, но как-то началось все, да, с каким-то сбоем. Сейчас они будут, брать Илью, выступать уже за китайскую сборную. И я хочу сказать, что вот с приходом Лина, да, олимпийского чемпиона 2018 года в китайскую сборную, и новых ребят, и Лина туда, ну, Да. я сначала сказала о спортсмене, теперь это, она вообще никакая не Лина, но просто так ее братья Лю стали называть, и она как-то вот прикрепилась, да, наставница. И я хочу сказать, что братьям будет не очень просто Да. в этой кампании. Если в сборной ну что, подумаешь, сбой, ну что, зачем Бегут. судья? Нет, не бегут, но то есть услышали второй свисток, повернулись, не поняли вообще, что это значит, но вот такой вот у нас интересный старт. Если в сборной Венгрии они по умолчанию в команду попадали бы, ну, при любых раскладах. Сейчас сборная Венгрии вообще же обновилась на 100%, и Крюгер, да, ушел, вернулся. Ну, все, в общем, 100% новые. Остались только девочки. Мужчин, да. А так вот они потянулись, братья Лю, за наставником. Ну, там действительно тоже проблема. Тренироваться негде было. Все экономили эту электроэнергию, да, то есть совершенно не открывали, ну не до спорта, не до залов, я тоже прекрасно понимаю. Тренер уехал, они пришли к новому наставнику, сказали, ну, какой у нас план. Ну, я подумаю, что-то буду подбирать, да. Ох, смотрите, уже у нас получилось, что Хисматуллина, да, Да, Дмитрия. выдворили. Ну вот такая песня. Ну и все, конечно, коньки сразу поправляют тоже. Вот. И я говорю, все это понятно было, то, что почему они там перешли. Но им теперь надо попадать в команду. Сначала в сборную войти. А не просто так. Да что ж такое-то? Отправится наконец-то этот забег или нет? Что такое? Почему не везет так Все парням-то? никак не могут стартануть. Да, Владислав Волков, теперь нам его показывает, и что там судья отмечает. Что вообще такое? Это всегда такой нервный момент, когда ты уже несколько раз стартуешь и все никак не можешь стартануть. Хотя Да. уже давно бы закончил уже эту дистанцию и уже знал бы, чем она закончится. Марк Анкудинов, московский спортсмен, Матвей Магер, Республика Беларусь. Ну вот видите, у нас четверка уже осталась. И Санжар Бекеджан, представитель сборной Казахстана, да, и Владислав Волков. Так? Да, и достаточно плотно все ребята сейчас идут, и посмотрим, будет ли борьба у нас. Вот, пытается вырваться. Да, это Санжар. Сейчас напомню, что выход у нас идет в полуфинальную часть соревнований. Вот мы можем видеть, да, как прикрывают ребята друг друга по внутренней дорожке, чтобы никто никуда не залез, и сохранить свою позицию. Нервный получился у нас забег, нервный. Но такое тоже бывает. Ну, конечно. Недавно на чемпионате Европы или на Кубках мира, буквально недавно, не знаю точно на каком старте, девушки стартовали 5 или 6 раз. Да, но потом лишилась эта японка возможности уже, когда, ну, то есть она когда уже упала, то рестарт не стали давать, что Да, справедливо. Москва. Номер 58 Мадиков Мадьяр, Казахстан. Номер 36 Бекеджан, да, был Республика второй, да? Беларусь. Номер 51 Алимгереев Алиби, Казахстан.
Потому что вспоминаю, как сама лично, когда стартовала после 5 раз, то есть 5 раз Жуть. стартанул, и все, больше нет. И самый обидный, на самом деле, забег был в Красноярске на 500 метров, когда мы с Екатериной Ефременковой лидировали. Первая, вторая позиция, боремся, все, золото, серебро уже у нас в кармане. Да. Остается буквально полкруга до финиша, и спортсменки сзади нас решали, кто же будет третьим, упали, и нам не дали финишировать до конца, хотя оставалось вроде бы полкруга. И в итоге был перезабег, никого не дисквалифицировали, что тоже очень странно, да, подняли забег, и обычно в такой ситуации кого-то все равно снимают. Никого не дисквалифицировали, был перезабег, и вот на второй раз у меня уже сил не было, то есть Ну и да. ни у меня, ни у Кати, то есть, да, мы могли брать золото, серебро, в итоге у нас оказалось только серебро у Катюхи. Катюхи, да. Помнится этот момент, ну, слушай, на Олимпийские игры Ксении Елистратовой, Семеном, господи, боже мой, тоже практически пробежали дистанцию, и там совсем не 500 Да, метров, да? да. Все, уже вот уже фактически финиш, нет, возвращали, ой, вообще тоже такой, как это. Андрей Петров у нас, конечно же, здесь лидирует, я напомню, что москвич, воспитанник известной семейной четы и персональный, собственно говоря, воспитанник мамы семейства. Вот легко у него получается. Да, кстати, вот Алексей Ивлев говорил о том, что вот почему, например, в смешанной эстафете, в отличие от смешанной эстафеты взрослых, где каждый этап, он четко регламентирован, где женский, где мужской, а здесь юноши и девушки могли бы меняться, дескать, на этом уровне результаты у девушек и у юношей, они сопоставимые. И даже иногда девушки там превосходят, дескать, юноши еще не оторвались, да, то есть такого тестостерона мужского еще нет. Но все равно я как бы не согласна с этой позицией. Все-таки данные там структурные, да, антропометрические, они, ну, разные, Ну все да, равно конечно. разные. Все равно разные. Так, и у нас Андрей Петров, да, и что-то там просматривают судьи, что-то будут вносить какие-то, видимо, коррективы. Не обратила внимания, пока рассуждала я про смешанную эстафету, кто был вторым. Там Мадияр и Алиби пытались решить между собой, кто же все-таки пройдет в полуфинальную часть соревнований. И сейчас ждем результатов. Алимгиреев с Мадиховым, да? Да. Ага, Алимгиреев у нас второй. Правильно? Правильно. И теперь мы переходим на группу утешительных забегов. Сначала, по-моему, у нас девочки, да? Да, сейчас у нас будет 3 забега. Ксения Заболотная стартует. И падение. С первой дорожки, да. Ну, мы говорим, что эти девушки уже не имеют возможность вмешаться в борьбу за награды, но подняться по турнирной сетке куда-нибудь повыше, это почему бы нет. Ксения Бабок, да, по-моему, там на второй позиции, или мне так кажется. Сейчас мы все с вами тоже проясним. Ксения Заболотная точно идет впереди или пока впереди. Вот, И вот вот вам, сейчас пожалуйста. атакует ее, да. А так я поняла, что все-таки где все остальные-то, боже мой. Или их так и две было. Ксения Бабок, да. Где все остальные? Куда-то все развалились. Нет, стартовало вроде 4 человека. И где все? И где они все? Да, 4 спортсменки. Тут мне хочется вспомнить один забег, очень смешной. У нас ребята ездили когда на соревнования в Канаду. И, значит,
Очень смешной забег был. Бежали дистанцию, и, значит, один из наших спортсменов российских на середине дистанции понял, что что-то идет не так, решил, что дальше продолжать не стоит. Перепрыгнул через борт и ушел. Да, такое я еще не видела. Прекрасно. Да, мне кажется, это единственная, наверное, такая история в шорт-треке, хотя обычно бывает, кто-то, если перепрыгивает через борт, только при падении. Тоже был один раз такой забег на Кубке мира, когда упало несколько спортсменов, и спортсмен из Бельгии просто перевалился через борт. Так, ну, Дарью Мальцеву нам показывают. С первой дорожки она будет стартовать уже в следующем забеге. Это та же стадия, 1/4, да, но 1/4 четвертьфинал, но просто группа другая, это группа 3, да, называемая, так называемая группа 3. Ну, вот какие-то нелады немножко с покрытием, со льдом, быстренько можно, нет возможности сейчас выйти в большой машине, и помощники заделывают эти дырочки, потому что выбоины, особенно, ну, на любой дистанции, мы говорим особенно на 500-ке по одной простой причине, скорости выше, чем на 1500 метров, но все равно в выбоину попадаешь, какая бы дистанция ни была, хоть тебе 500, хоть 1500, хоть 1000, и обязательно это чревато падением. Ну вот, поскольку лед сейчас заделывают, нам не дают старт, и, вероятно, мы немножко съедем по времени в регламенте, хотя в шорт-треке всегда чуть больше закладывается время на видеоповторы, на прояснение всяких ситуаций, на рестарты, которых вот мы видели здесь уже предостаточно. Это предыдущие у нас результаты предыдущего забега. Здесь у нас 3 четвертьфинала будет. Ну и точно так же, чуть побольше, 4 у юношей, тоже в группе Б или в группе 3, как ее там назвать. Смотри, в бумажках, все в бумажках. 21 век. Компьютеризация не все доходит, все по старинке лучше. А, кстати сказать, Конечно, мне тоже по старинке лучше. Это надежнее всегда бывает, потому что гаджеты имеют свойство садиться, или что там происходит с ними вечно, а с бумажками что, надежно всегда. Ну вот здесь 5 спортсменок, и опять рестарт. Здесь еще Рената Алимбекова, Сабина Вебер из Башкортостана. Так, вот девочка из Туркменистана. Пока слабенько, да, получается у Чичаевой. Ну ничего, мы надеемся, что все впереди. Да, и конечно. после этих игр все-таки начнут, может быть, как-то развивать спорт в стране. И я думаю, что это просто первая ступень на пути, может быть, к большой цели, мечте. Ну, правильно. Мы, например, вот тоже, когда удивились, это Фуркан Акар из Турции. Да. Из Турции. И на Кубке мира, и вот уже в финале, и думали, господи, боже мой, ну надо же так вот подтянулись-то. Ну, пока это единично, это все-таки не командная история, как там, допустим, тоже в Российской Федерации. Ну, и азиатские мы не берем, это они, как говорится, особняком стоят, ну, там, Нидерланды, или как да, Польша, же, да, сейчас вся команда очень раньше только подтянулась. Малышевская. Да. Наталья Малышевская и все тут. Да. А сейчас вон вся Польша потянула. Дарья Мальцева, между тем, выигрывает в этом четвертьфинале в группе 3. И один четвертьфинал нам останется с вами посмотреть. Ксения Лукашевич, Дарья Демидова, Мелисса Син, Кривоносенко, Ксения и Яна Макарова. Ну вот так. В разножечке, в хорошей. Наверное,
Правильно, так и нужно Ну, финишировать всегда. да, и учиться Конечно. финишировать. И даже если в данный момент нет необходимости, все равно действительно должна вот это стать привычкой, этот Конечно. элемент, этот компонент. Я вот последние годы свои тоже всегда тренирую вот этот финиш, высовывание ноги, потому что никогда не знаешь, когда тебе это действительно пригодится. А если ты не практикуешь, то как ты это будешь делать? И всегда я вспоминаю, ребята на меня всегда на тренировке ругались, что я портила лед, потому что царапала его на финише. Ну, лучше так, конечно, безусловно. Ну, а потом я хочу сказать, вот мы же несколько раз видели уже на таком, ну, на совсем высоком уровне, да, как будто бы, да, вот лидер, и ничего, вроде бы ничего такого не происходит. И вдруг вылезает этот конек. То ли в поле зрения у тебя человека еще нет, а конек нога уже с здесь. коньком. Мгм. И Да. вот у нас бегут девушки. Да, ну я составы назвала, и теперь мы посмотрим. Ксения Лукашевич из Беларуси, она сейчас лидирует, ну и уже серьезный такой задел приобрела, но все-таки борьба еще не закончена. Молодцы, да, вот девчонки. Ай, там падение, да, даже, по-моему, произошло. За кадром у нас осталось. Две спортсменки продолжают, и Ксения Лукашевич выигрывает в этом четвертьфинале. Они тоже пойдут дальше, но уже в своей группе. Все это будет в их группе происходить. Ну и теперь у нас остались также утешительная часть юношей, и уже потом мы перейдем к главным полуфиналам дистанции 500 метров. Но это будет после заливки льда. Тоже у нас, но не 3, а 4 забега в этой же группе у юношей будет чуть больше. На этом забеге у девушек Да, и вот мы с вами рассуждали после предварительных раундов, Мирджан Талиген успел или не успел. Вы помните, он лидировал, призер на дистанции 1500 метров, лидировал и упал буквально, там осталось до вот этой короткой прямой, не знаю, там 3 шажочка сделать, и уже вот она прямая. Упал, не справился с виражом, но встал, быстро добегал, третьим был, но, к сожалению, уже не смог попасть в главный четвертьфинал, поэтому мы его увидим здесь, в третьем. Это не четвертьфинал, это полуфинал, да, но есть определенные разногласия в регламенте. У нас четвертьфинал, а, собственно говоря, мы видим полуфинал написан. Ну, очень хорошо отталкиваемся от этого. Если в основной группе еще до полуфинала не дошли, то здесь уже да, полуфинальная стадия. Это немножко путает, да? Сейчас мы с вами увидим уже полуфиналы, там, где самые сильные представительницы и представители не знаю, детского или юношеского шорт-трека. Потому что до 16 лет, до 16, 16 и младше, те, кто мог попасть на эти игры. Мы говорили о том, что история давняя, с 96-го года длится, но все-таки это были летние соревнования. Здесь, конечно, вот наказание будет, последует это падение, к нему привело то, что спортсменка, которая по внешней траектории бежала, да, она стала переходить дорожку той, которая по внутренней траектории бежала. И вот сразу последовали судейские вердикты за этим. Так, ну, Денис Кабиров, он будет стартовать с первой дорожки. Наджук Захар
Тут 3 российских спортсмена, Семен Павлов еще, и 2 представителя Туркменистана, Вахитов и Джабаров. Стартовал полный забег. Ну вот стартовал первый полуфинал из 4 возможных в так называемой группе 3. Видимо, имеется в виду финал А, финал Б, грядущие. Это группа А и группа первая группа, группа вторая, это группа третья. Ну хорошо. В любом случае у нас с вами Денис Кабиров в числе лидеров. И следом за ним идет Захар Наджук. Тоже вот борьба имеется. Ребята максимально стараются показать сейчас лучшее время. Все равно каждый бежит на свой результат лучший. Ну, Потому что каждый раз выходишь на забег и борешься сам с собой, пытаясь улучшить свои показатели. Ну, вот мы с тобой и днем ранее говорили, и в принципе самая лучшая тренировка – это соревнования. Да? Поэтому нужно любой старт использовать максимально выжимая из него все, что можно сделать. Вот здесь мы как раз видим, да, что Захар попробовал финишировать, то есть не просто там сдался и приехал за ним вторым, а попробовал, да, вырезать его на финише. Но, по-моему, не получилось, да, все-таки Денис быстрее был, такой юркий, маленький, проворный. Тоже вот в этой возрастной категории настолько видно, что один еще не начал там вытягиваться, набирать, а другой уже выстрелил и на голову выше. Да, да. Но это не значит, что на голову сильнее. Ну вот Алали таким образом из Кувейта. Нам его показали. Действительно, это ну прям совсем для шорт-трека экзотическая страна. Для многих видов спорта, ну а для шорт-трека в особенности. Арсений Березин будет стартовать, и уже стартовал. А это опять рестарт. Рестарт, все судьям не нравится. Надо с этим делом вообще заканчивать, с этими бесконечными рестартами. Ну, правда, когда действительно это оправдано, ну, там, я не знаю, там какое-то столкновение до первого поворота, ну, тогда действительно можно вернуть. А когда кому-то что-то не нравится, я вот даже не поняла, кому-то что не понравилось, почему вот этот рестарт произошел. Кстати сказать, вот я, когда летела комментировать церемонию открытия, то вот в столичном аэропорту как раз была сборная Кувейта, и я вспомнила этого паренька Алали. Для них это большая, мне кажется, радость приехать на такие соревнования и принять участие. Да еще и, извините, холод собачий. Я помню, как в легкой атлетике некоторые эфиопские спортсмены, и кенийские, эфиопские, когда приезжали, есть такой турнир с хорошими традициями уже, длинными, «Русская зима». Вот когда я видела, встречалась в аэропорту, когда они выходили и снег трогали, да, что вот снег. И один из, ну, для шорт-трека, зрителям шорт-трека ничего не скажет, там для легкоатлетической публики фамилии что-то говорят. Вот один из серьезных таких спортсменов, вот он сказал в интервью, что я знал, меня предупреждали, что будет холодно, но что бывает вообще так холодно, что в принципе в мире бывает так холодно. Он говорит, я не подозревал, хотя, но это условно, да, действительно, может, тогда было там, не знаю, там минус 12, все-таки это не сибирские холода. Да. Ну, завершился у нас следующий полуфинал. И Арсений Березин, да?
Да, Арсений Березин Матвей выигрывает. Шапаренко. Вот нам показывают Али Алали. В любом случае, хотя бы тоже вот правда удивительно, где, с кем и как тренируются. Набрать, вот представляешь себе в Кувейте сказать, я приглашаю вас в шорт-трек. Представляешь? Это На лед и в удивительно. шорт-трек. Молодцы. Ну и вот, конечно, спортсмена с нашлемником 50. Очень нам жалко его. К сожалению, да, падение не позволило Талигену пройти в тот четвертьфинал, где он и должен быть по определению. Конечно, он здесь сильнейший в любом случае, но, видите ли, сильнейший не в той группе, к сожалению, увы и ах. Ну, что делать? Так оно тоже бывает. Я напомню, что он завоевал днем ранее серебряную награду на дистанции 1500 метров. И только совершенно досаднейшее падение не позволило ему попытаться сделать то же самое здесь. Ну вот мы видим, когда он Ну, разница уехал, вообще. да, от своих соперников. Спокойно, быстро. Оцените разницу. Ну, хотя бы, да, хотя бы, знаешь, с самим собой побороться, потому что на 500-ке время, оно значимо. Если все-таки в шорт-треке это условно, да, ну, особенно 1500, но мы же Да. видим, как начинают, да, и на этапах Кубка мира просто стоя, да, и, конечно, есть мировые рекорды, все это есть, но на крупных соревнованиях это вообще, по-моему, фактор не только второй, а какой-нибудь 10-й, то все-таки 500-метровая дистанция, она как бы по-другому, да, с этой, господи, боже мой. Еще и тут поспотыкался. С этой точки зрения, хотя бы побороться со своим результатом. Если, например, улучшаешь личный рекорд свой ставишь, ну, хотя бы так, да, какая-то компенсация. Помню всегда, когда выходила на старт, и если где-то что-то у меня были косяки, и вот приходилось бежать вот такие утешительные забеги, то тренер всегда ставил передо мной задачу максимально показать, во-первых, техническое катание, и, во-вторых, да, постараться показать свой максимальный результат, который ты можешь сделать сам. Да, то есть у нас тоже отличается забег, когда ты лидируешь, едешь спереди, или когда ты едешь сзади. То есть сзади ехать намного проще, потому что ветер перед тобой уже разгоняется другим человеком, и ты просто садишься в поток, едешь за ним и спокойно можешь следовать. Вот всегда, когда кто-то из наших спортсменов выходит вперед, а у нас, например, Екатерина Ефременкова, она любит вот эту, как я ее называю, тактику открытого боя, да, там, не мудрствуя ничего. Всегда тревожно, потому что разрезаешь поток, разрезаешь воздух, естественно, тяжелее первому всегда. Оно тяжелее и физически, и психологически, потому что когда ты видишь впереди ноги и как бы думаешь только о том, что вот у тебя хорошая сейчас атакующая позиция, да, то сил остается в любом случае больше. В любом случае. Так, ну и следующий у нас с вами забег, это уже заключительный, да? Да, это уже заключительный забег. Сергей Малышев. Как раз вот он сейчас у нас и лидирует в забеге. И три представителя Кузбасса. Ярослав Жемчужин, Никита Авдеев и Никита Шипеев. Ну вот представительство Башкортостана у нас. Сейчас Сергей уже Малышев. скоро, буквально через неделю, у нас в Республике Башкортостан, в Уфе, будет проходить чемпионат России по отдельным дистанциям, где выступят все сильнейшие шорт-трекисты России. Ну а с этой стадии мы уже с вами расстаемся. И впереди, друзья, у нас полуфинал. Очень будет интересно. Сейчас нас ждет
девушек и юношей. Ну что, друзья, интереснейшая полуфинальная стадия, и тут можно поставить некий знак равно с финалом. Другое дело, что только лучшие из лучших, а два полуфинала, лучшие из лучших попадут в финал А. Формула выхода 2 плюс 1 спортсменка, то есть одна согласно третьему приходу и по времени. Две спортсменки из каждого двух полуфиналов гарантированно попадут в главный финал соревнований. Он будет чуть позже, и там будет разыгран комплект наград. Ну вот Ксения Прибытова, нам ее показали. Она с первой дорожки стартует в первом полуфинале, что действительно очень важно. И у нее уже есть награда серебряная на дистанции 1500 метров. Теперь, конечно, каждый хочет привести самую большую коллекцию наград своим родным, да? Одной медалькой позвенеть не получится, двумя уже нормально, а три уж какой перезвон. Да, это, там да? еще и эстафеты. Да, Поэтому... да, все есть. Здесь Сюзанна Халко, так, Дарья... Дарья Кривских, да, это все представительницы нашей страны, и есть две спортсменки из зарубежных стран. Это, соответственно, Нария Алпызбай и Дарья Степанова. Она, в свою очередь, представляет Белоруссию. Ну, в любом случае, наши гости, 4-я и 5-я дорожка, им нужно очень-очень-очень стараться для того, чтобы пробраться в двойку сильнейших. Очень важен старт. Видим, да. У Ксюши все вроде бы получилось хорошо. Но Нурия была все-таки побыстрее и смогла даже с 4-й дорожки вырваться на вторую позицию. Да, молодец. И вот сейчас пытается догнать она Ксению. Ну, это трудно, наверное. Ксению это точно трудно, а вот вторую позицию надо удерживать. Кстати, не очень хорошо у Нурии вираж получился, так не очень умело. Ну, за 3-е место тоже идет борьба, и это тоже важно. Вроде бы как 500-метровка, а такое впечатление, что у Нурии уже и сил-то не осталось, да? Да, видимо, все отдала на старте. Но молодец. Вот в этом и важен тоже хороший старт. Решить все вопросы на старте и дальше спокойненько уже уехать и занять свое место в главном финале. Да, но мы уже понимаем, что Ксения будет бороться точно за медали, за очередные медали. Ну, смотри, тоже какой отрыв, да, она создала. Ксения Прибытова. Очень похоже на технику Кати Ефременко, не замечаете? Ну, да. Школа-то Челябинская Уральского школа. федерального округа. Ну, да. Да, надо сказать, что хорошая техника. Главное, вот здесь больше психологическая, наверное, устойчивость, и все будет хорошо. Ну вот и Нурия, да, она тоже у нас, да, попадает. И у нас получается, что Сюзанна Халко, она на листе ожидания. На листе ожидания. И теперь надо будет сравнить с результатами. Что такое? Вот вам эмоции. Самые, что ни на есть. Этим и хороший спорт. Полная палитра. Да. Все мы видим с вами. Так,
Далее идем. И Анастасия Баранова, которая вот 41 номер, нет, Василина Шарагина, у них наоборот, да, 14 и 41 номер, цифры одни и те же, только в другом порядке. Анастасия Баранова, опять-таки напомним, что уже имеет 2 золотые награды и выиграла дистанцию 1500 метров. Здесь все-таки со второй дорожки будет стартовать, да, не совсем хорошо. Какой-то эпизод нам там рассматривают, может быть, тоже слезы были связаны с этим. Да, сейчас, наверное, буду смотреть то, что они решали за 3-ю позицию. И вот нам сейчас покажут видеоповтор. И ничего нам не показали. Во всяком случае, особо нарушений никаких не было. Вот, во всяком, в этом эпизоде точно не было никаких нарушений. Сейчас посмотрим. Нет, какие-то вердикты выносятся. Да, и сейчас во втором забеге у нас будет 6 участниц представлять на 500 метров. Это Кошмар, очень много народу. Да, это очень много. И вот здесь, естественно, вон, видишь, распределяются, пытаются. Анастасия Баранова руки выставила вправо-влево, чтобы воздуха иметь. И у нас будет рестарт. Василина Шарагина вроде бы получше стартовала, и она сейчас досадует, почему вдруг рестарт, почему нужно возвращаться. Так, Айзада Алтынбек, соответственно, 2 представительницы сборной Казахстана, как и Софья Симакова, она рядышком совсем с Айзадой стоит, Дарья Тавкан и москвичка Мария Бухтеева. Ой, Настю затолкали на старте. И сейчас нужно разгоняться. Надо вот теперь надо сделать невероятное, да, но она на 3-й сейчас позиции, Вот Анастасия Баранова, да, уже поменяла. Да. Уже позиция номер 2. И преследует Василину Шарагину и будет пытаться, я думаю, атаковать ее. Нужно атаковать, да, нужно занимать свою позицию. Дорожку, нам нужна лучшая дорожка в финале. Софья Симакова. Ой, сами представительницы сборной Казахстана не смогли разобраться, кто должен быть впереди. Столкнулись, падений не было. Но 3-я Софья Симакова. 2 наших спортсменки уже понятно, что они. Василина Шарагина вышла, как Анастасия Баранова. И Софья Симакова. Надо дождаться результатов и понимать, кто еще будет тем самым счастливчиком, который доберется в финал А. Мы увидим с вами 5-ку в финале А, соответственно, и 5 спортсменок в финале Б. Но в Б не разыгрываются награды. Там была определенная... Нет, это уже финиш нам показали. Была определенная стычка между соперницами из одной страны, из Казахстана. Ну, это ранний эпизод. Вот мы видим, что дают наставления перед стартом. Правильно делают. Сейчас юноши. Такая же стадия. У них будет Софья Симакова. Она попадает, потому что она из 50, а в первом забеге не было из 50 секунд. Ну и участники первого полуфинала мужчины. Александр Симаков, москвич, стартует с первой дорожки, но, видите, не все так быстро и гладко пошло, так как хотелось бы. Дорожка иногда бывает первая, но со стартом, если не... Ой, падение! Ну, вроде бы нет никаких рестартов, бегут дальше. И Александр Симакин у нас лидирует. Эмиль Рухов
Никита Черняев, Марк Анкудинов, да, И Санжар Бекиржан. Киржан. Вот сейчас атакует у нас Никита Черняев. И кто же на финише будет Вот впереди? Мне кажется, даже Черняев, не знаю, трудно сказать. Сейчас трудно буду смотреть, Буду да. смотреть, да. Александр Симакин у нас выигрывает, это точно. Претендент на награды. И там даже со вторым номером еще не так ясно, а уж тем более с третьим. Проходит номер 20 Симакова София. Вот нам показывают близко коньки, да. Видим, что есть защита. То есть в шорт-треке очень важно, да, чтобы была защита, были комбинезоны с защитой, голени были защищены. Рухнул Эмиль Рухов, к сожалению. Как и вчера, к сожалению. Номер 37. Но у него будет еще возможность на 1000 метров завтра показать себя, собраться, сделать выводы. 52. Матихов Мадьяр, Казахстан. Ну, Александр Симакин точно таким же жестом, да, как и вчера. Так, вроде бы он успокаивает, что ли, себя. Ну, правильно, действительно, не время расплескивать. Вот, Елизавета, пожевывающая жвачку. Судьи объясняют, да, кого, что, почему, за что. Да, ну не финишировал просто Эмиль. Не финишировал. 46-437 у Марка, он третий. Вот, и это время надо запомнить, чтобы нам понять и следующий забег. Данила Щербенко с первой дорожки будет стартовать, и Андрей Петров, который совершенно справедливо попадает в фокус наших телекамер, поскольку действительно он сильнее. Не самый хороший старт, но по дистанции совершенно... Ага, так, фальстарт. Так, Даниил Бычков, Алиби Алимгиреев и Мадьяр Мадихов. Ну, соответственно, у нас только два российских спортсмена, но зато первая и вторая дорожки у них. Далее Республика Беларусь Даниил Бычков и два представителя сборной Казахстана. В типичной для этой страны форме. Да, мы вот видим, что Андрею немного тяжеловато набирать со старта. Ой, упал! Падение. Упал! Эх, вот так вот. Все, уже эту медаль индивидуальную на 500-метровке золотую он не заработает однозначно. Но сейчас посмотрим, что скажут судьи. Возможно, будут какой-то пересматривать забег, если Нет, там по конькам пересматривать сзади. точно будет, да, точно будут пересматривать. И если судьи что-то скорректируют, он шел на второй позиции, вторая позиция позволила бы выйти в следующий круг соревнований именно в финал А. И если они увидят, что какие-то неправомерные действия были совершены по отношению к Андрею Петрову, то его просто судейским решением выведут в финал А. И тогда уже вот Тут нам сейчас это... покажут. А, нет. Нет, сам. Сам. Сам споткнулся. Да, сам споткнулся. Уже никаких. Досадно. Давайте еще раз посмотрим. Хотя, Ну вот они могут рассмотреть, как будто был толчок. Хотя все-таки нужно еще и еще вот на шаттле отматывать, шаттлом таким покадрово, да, чтобы посмотреть, был ли контакт, был ли какой-то толчок или еще что-то. Нам кажется, что вроде бы сам, но действительно это все проходит настолько быстро, что мы точно не можем сказать. Но, конечно, судьи вот пристально смотрят, был ли не был. Идет обсуждение главного судьи и помощников. Посмотрите, бурное какое обсуждение. Вот как раз, как я и говорю, что один, наверное, будет думать, что споткнулся сам, но с другой стороны, как будто был, да, маленький толчок небольшой, рукой. да, который мог спровоцировать, да. Поэтому сейчас, конечно, очень любопытно, какое решение примут судьи, потому что достаточно такая... Там как раз, по-моему, вот Данил Бычков, да, белорусский спортсмен, по-моему, он, да? Но
чуть-чуть дотрагивался. Мне кажется, я бы, наверное, бы не трогала бы никого, оставила бы как есть, потому что все-таки, да, ну, споткнулся, и такого его явного толчка, который мог Ну быть, да, его не было. Ну да. Но тут уже, да, сейчас будем смотреть. Потом контакт чуть-чуть рукой был, Чуть-чуть но был. потом была пауза, и потом было падение уже. Да, все-таки принимает решение, похоже, о дисквалификации. Ну, не знаю, трудное решение Да. для них, очень трудное сейчас. Вроде бы уже понятно, что 2 медали есть, и на судьи это тоже влияет в любом случае. И вот у нас пока решение принимают. Девушки уже готовятся к старту. Это группа Утешительная, 2, да, да? группа. Да, мы видим, что Андрея Петрова выводят в следующий круг. Следовательно, финал А. Но никого не предполагаю. дисквалифицировать. Да, финала, конечно. Финала, однозначно совершенно. Ну, а здесь Александра Ковалева, Ярослава Шабанова, Софья Спорыш, то есть 2 белорусские спортсменки, соответственно, Шабанова и Спорыш, Ольга Князева и Алиса Гирман. Это все представительницы нашей страны. Ну, мы тоже много говорили и на летних соревнованиях, что вроде бы это игры азиатские, дети Азии, но тем не менее есть приглашенные команды, такие как сборная Москвы или команда Белоруссии. Открытые соревнования. Чем больше молодых спортсменов и спортсменок будут участвовать в этом, тем лучше. Ну вот Александра Ковалева, она сначала стартовала с 1-й позиции, потом мы видим, что она на 2-м месте ехала, и в конечном итоге, что ж, не ожидала такой радости, не поняла. По-моему, совершенно очевидно, она прибежала к финишу 1-й. Почему вдруг такая реакция? Каждый раз пытаюсь вспомнить себя на забегах, и не могу вспомнить какой-то такой прям яркой эмоции после финиша. Вот когда смотрю, там как все кричат, еще как-то жестикулируют. Не могу вспомнить. Помню, да, когда мы выигрывали там чемпионат Европы, конечно, с девчонками там едешь, обнимаешься, но чтобы вот после своих каких-то личных забегов, там на каких-то там чемпионатах России, Ты не знаю, была может скромна. быть, возможно. Вот скюлтинг всегда у нее. Даже забег, когда выигрывает, такое вот характерное движение кулачком. Да, да. Вот. Так что так. Вот эти, конечно, эмоции после финиша, они непередаваемые. Вот сколько пытаешься найти вообще в целом эмоции, те, которые ты испытываешь на ледовой арене и в жизни, они очень сильно отличаются. Даже ту же концентрацию ты нигде не можешь поймать, как на льду. То есть, когда ты выходишь на ледовую дорожку, ты настолько максимально сконцентрирован, что ты не слышишь никого. Ты погружаешься в себя и в свои мысли, в свою голову и готов показывать максимальный результат. И вот сколько переношу на обычную жизнь, нет, такой концентрации очень сложно добиться. Конечно, конечно, да. Это все удел спортсменов, да. Ну а вот с этими жестами надо быть очень аккуратным, поаккуратнее надо, потому что иногда какие-то жесты воспринимают совершенно по-другому, то есть вкладывают тот смысл, который спортсмен даже и не предполагал. Например, вот у Усейна Болта, да, такое характерное движение, как будто он там стрелу, да, отправлял в небо. Так сначала столько было критики, день неуважения спортсменов. Я вообще даже не понимала, что имеется в виду, да. Потом это было узаконено, эти руки, даже потом коммерсанты сразу
решили, что надо быстренько это монетизировать, и сориентировались очень быстро, как всегда это бывает, и выпускали даже надувные такие руки, там а-ля Усейна Болта, а сначала был подвергнут критике. Вот так вот. Даже Поэтому у нас здесь надо все аккуратнее. Да, даже у нас в шорт-треке же на Олимпийских играх в Пхенчхане команда Венгрии сделала этот жест, встав на пьедестал почета. Да. Здесь у нас Налия Шафигулина, Дарья Дульцева, Вероника Маслянка и Мария Артамонова. Ну, во всяком случае, так изначально было. Сейчас Дарья Дульцева пошла вперед. И нет, видишь, как борьба Вынесла, есть. да. Борьба есть. Ну, сейчас, наверное, на финиш попробует. Да, иногда на этой волне сначала обгонишь, а потом выносит тут, по той кривой, которая не нужна была бы. Да, не хватает, наверное, еще просто скорость есть, а, возможно, сил закрутить себя поуже нету. И поэтому так сильно выносит девочек. Сама помню, когда бежала 500 метров на максимум, уже все, бежишь к этому рекорду. И на последнем повороте ноги уже не держат, ты падаешь, потому что просто не справляется организм и ноги с такой нагрузкой на вираже. Ну, еще маленькие, еще и физических кондиций надо бы поднабрать. Конечно. Все впереди. Номер 64. Носков Арсений, Сибирский федеральный округ. Номер 36. Зеленин Роман, Республика Беларусь. Номер 69. Ну, довольны. Ну, хотя бы, видишь, попали в кадр. Все равно это важно. Эмоции получили. Какой бы забег он не был, да, пусть это не главный забег, но, тем не менее, тоже мы много раз говорили. Сначала все-таки главное участие, Да. а не победа. А потом главная победа. Вот, наверное, все-таки вот это вот золотые слова, которые я запомню и в дальнейшем буду их применять везде. А то у меня было много вопросов. Ну вот теперь, видишь, все прояснилось. Ну, Кирилл Терехов будет стартовать с первой дорожки. Сейчас у нас бегут юноши. Второй полуфинал. Кирилл Терехов, Арсений Носков, Роман Зеленин, Вячеслав Шишкин и Богдан Хасанов. И заключительный круг падения у Романа. О, еще одно. Ну, прям ребята борются. Видишь, как чуть-чуть скорости, мне кажется, выросли, да, так сразу брака больше стало. Да. Тоже будет у нас два забега, да, и в этой группе, соответственно. И вот сейчас на старт выходило 5 спортсменов, а в следующем забеге будет только 4. А у девушек вообще было 6. Ну да. На 1500 метров иногда с 6-й дорожки стартуешь, думаешь, места нету. А здесь 500 метров, когда надо показывать максимальный результат, максимальную скорость. Да, получилось, что вот на руку сначала белорусского спортсмена наткнуло, ой, сколько падений, да, но здесь вот сам, по-моему, Арсений Носков уже сам. А там... Не было места, Ох ты, да, но Господи. не было места, конечно. Да. Ну, думал, что прокатит, Да. но... Да, пролезет, прокатит. Пролезет. Сейчас еще и, ко всему прочему, и не доехал, и пенальти, наверное, получит. Ну, здесь бы надо
судьям покороче, да. А вот то, что касается спортсмена из Белоруссии, это Роман Зеленин, да, он немножко ручку-то, конечно, выставил, да, и рукой своей помешал. Но другое дело, не всегда вот этот жест движение рукой не всегда карается судьями по одной простой причине. Он должен быть оправдан. Если это на вираже, и у тебя нет другого варианта, кроме как поддержать себя, да, рукой. Если ты своей рукой придерживаешь кого-то, не все судьи оставили так, как есть, кого-то из соперников, то это не задержка, да. А если ты так делаешь напрямую вдруг ручкой-то, то это уже по-другому. Арсен Тимермаев, российский спортсмен, еще одно представительство сборной Белоруссии. Это Матвей Магер, Семен Калягин и Владислав Волков. Ну и вот чем короче дистанция, тем больше фальстартов, рестартов и всего прочего. Вот только сейчас вот прям начала ловить себя на мысли, что да, наверное, все-таки без фальстартов будет интереснее смотреть соревнования. Для зрителя именно. Правильно, потому что смотря где, какой угол зрения, где находишься. Когда ты спортсмен, тебе хочется, конечно, иметь еще один шанс обезопасить себя. Причем вот это без права на фальстарт, пока это же нововведение, оно проходит апробацию, мы не можем гарантированно сказать, будет ли это на Олимпиаде и даже на чемпионате мира. Скорее всего, будет, но мы видели, что вот и там Анна Зайдель, казалось бы, опыт большой, да, а вот с нервами. Но больше всего, я говорю, меня фальстарт тогда удивил у девчонок, у японок в эстафете. Да. Какой фальстарт в эстафете, когда 3000 метров, там еще как до звезды бежать и бежать. Матвей Магер выигрывает этот забег, белорусский спортсмен. Ну, в любом случае, мы говорим, это утешительные забеги. А вот следом, после того, как они пройдут, а они уже завершились, мы с вами будем смотреть уже финалы Б сначала, финалы А. И там, конечно, будет жарко, что у мужчин, что у женщин. Это будет после небольшой паузы и подготовки льда. Ну вот и также на крупных соревнованиях и на этапах кубковых также сокращены эти паузы для подготовки льда. И иногда вот прям вот забег за забегом уже видно, в каком состоянии лед, а машина не может выехать. Здесь у нас подготовка и к самому интересному через несколько минут. На лед приглашаются участницы финала Б. У девушек на дистанции 500 метров. Номер 22. Ну что, друзья, второй розыгрыш индивидуальных комплектов наград. Да, был днем ранее розыгрыш на дистанции 1500 метров. И обладателей мы знаем и у юношей, и у девушек соответственно. Ну и теперь с финала Б мы по традиции начинаем на дистанции 500 метров. Да, конечно же, там не будут разыграны награды. Высшее место, которое можно добыть, это 6-е, но все равно, если исходить из того, что это только начинается, только спортсменки делают шаг во взрослую и даже не во взрослую еще, в спортивную карьеру, это даже, видишь, получают удовольствие. Дарья Тавкан что-то там себе напевает. Вот все это опыт. Да. И это очень важно. Неважно, есть медали, нет медалей, финала,
или финал Б. Ты в любом случае в десятке сильнейших сейчас на этих международных соревнованиях, и это очень-очень хорошо. Итак, финал Б у нас выглядит таким образом, что Айзада Алтынбек будет с первой дорожки стартовать. Тут не будет представления, да, такого вот типичного, потому что финал А, он уже будет нам представлен прям поименно. Каждую спортсменку мы с вами рассмотрим. Кстати, вот тебе больше нравилось, когда представление было старое, когда надо было снимать шлемы, или представление новое, которое за пределами ледовой дорожки? Вот как сейчас сделали, сейчас намного удобнее, потому что ты хочешь уже подготовиться к старту, уже когда ты встаешь на стартовую линию, хочешь максимально уже быть сконцентрированным и готовым. А вот это, когда ты стоишь перед стартовой линией, снимаешь шлем, потом его кое-как надеваешь, у тебя где-то волосы путаются, ты не можешь нормально собраться, и, конечно, это тебя отвлекает лишний раз. Сейчас сделали максимально все удобно. Да, ну а вот если брать со стороны зрителей, всегда красиво увидеть без очков, без шлема. Да. Кстати, вот я смотрю, у них мало у кого есть очки. Почему? Это же тоже очень важно, чтобы ничего не попадало, да, не дай бог вот эти вот осколочки со льда и так далее. В правилах не прописано, что это обязательная атрибутика экипировки, поэтому каждый носит как ему удобно. В детском возрасте обычно ты не задумываешься об этом, что это тебе так надо, наверное, потому что скорости все-таки не такие большие, и ты на этом особо как-то не концентрируешься. Когда ты уже, конечно, переходишь на взрослый уровень, там и скорости больше, и ветер в глаза сильный, поэтому, да, хочется себя максимально обезопасить. Я, например, даже в качестве безопасности считаю, что очки нужно надевать. Нужны, конечно. Да. Завершающий у нас круг, и Айзада Алтынбек выигрывает, то есть она становится 6-й в итоге. По-моему, там Дарья Тавкан, да, ну сейчас нам прояснят все в итоговой таблице. Еще и Дарья Кревских выступала, и Сюзанна Халко, и Дарья Степанова. Вот такой был изначально состав, но победительница тут очевидно совершенно, не нужно даже трудиться специалистам фото-финиша. Гигантские совершенно разрывы расстояния. А вот кто номер 2, как раз и шла борьба. Или Сюзанна Халко, по-моему, да? По-моему, Да. она. Финишировал второй. Да, именно так. Ну, в любом случае, здесь не о наградах шла речь, а вот те спортсменки, которые будут бороться за медали, они нам будут представлены во всей красе. И, конечно же... С нетерпением сейчас ждем. Да. Интересно, получится ли у Анастасии побороться за золото? Слушай, но она с третьей дорожки, золото, да. но она с третьей дорожки начнет, да. Итак, Ксения Прибытова на ваших экранах, то есть 3 россиянки. На Уральский федеральный округ представляет Ксюша. Василина Шарагина, она в свою очередь Дальний Восток представляет. Да, вот у нее такой еще как чепчик, я бы сказала, под шлемом, да. Анастасия Баранова. Ну давай, Настя, собирайся. Третья, не третья дорожка. Да, 2 награды уже золотые есть. Москвичка. Воспитанницы, я все-таки не отделяю их, читы Ивлеевых, хотя они там внутри коллектива разделены. У отца семейства свой коллектив, у мамы свой, но тем не менее я все-таки их не разделяю. Так, Софья Симакова из Казахстана и 2 спортсменки, Нурия. Сейчас представят, да? Или уже представили? Рассказывают о Насте. Да, так. Ну и Апсылбай. Вот вся. Это 5 сильнейших. Мест на пьедестале почета, как известно, только 3.
И здесь не бывает, чтобы кому-то дали один и тот же результат, потому что все в тысячных, Да. если нужно, и не только в тысячных, да, в миллионных посчитают. Конечно, у Ксении Прибытовой сейчас очень хорошее положение стартовое, самое-самое выгодное. Мы видели, что и Василина Шарагина, может быть, Шарагина, в фамилиях правил нет, ну пусть уж нас простят. И вот девчонки без фальстарта даже Ой, уходят. ой, И толкать, сейчас будет рестарт. Падение, рестарт. Падение, рестарт. Ну, знаешь, я бы вот, кстати, бы сказать, вот за такие падения рестарты бы не давала уже. Уже не давал. Действительно, есть опасные завалы. Ну, Да. вот смотри, Нурия здесь сама, она попыталась с пятой дорожки сразу протиснуться куда-то поближе. А как? Да. А как, Тут если надо- все хотят да, туда? Тут надо на голову быть сильнее, шагать вперед. Есть правило на старте, да, такое, что нельзя пересекать путь сопернику. То есть ты должен, точнее, обязан бежать по прямой, по своей траектории. И, конечно, если у тебя будет скорость больше, если твой шаг будет больше, ты сможешь занять новую позицию, новую траекторию движения и уже спокойно убежать вперед. Ну, сейчас у Нурия Алпызбай не было вот этого. Не и было. у Софьи Симаковой, да, они, конечно, старались в 4-й, 5-й что-то изменить, да, но возможности, то есть стартовой скорости, кстати, вот сейчас, может быть, кого-то и выдворят. Стартовой скорости нет еще такой. да. Над этим надо только работать и работать и работать. А то, что ты начинаешь как в стену врезаться впереди стоящих, это все неправильно. Вот как раз, возможно, как раз рассматривая тот момент, да, про который я сказала, то, что наискосок могла побежать. И посмотрим, что сейчас решат судьи. Вот этот вот волнительный момент в глазах, когда вроде бы надо уже бежать. Очень тяжело спортсмену, на самом деле, когда старт откладывается, ты вроде бы готов уже здесь и сейчас, в эту секунду, но старт переносится, и твое внутреннее вот это вот волнение, оно тоже переносится с тобой, и результат уже иногда бывает немного другим. Главное не перегореть. Но, Да. с другой стороны, это же не редкие ситуации в шорт-треке. Если ты хочешь продолжать выступать, то ты должна быть готова к подобного рода ситуациям. Ну вот, вам, пожалуйста, да. Нурия, да, она лишается возможности продолжать. Вот она с 5-й дорожки пыталась поменять, да лучше бы ничего и не пыталась. Сейчас бы девочкам бы курточки да, надеть быстренько. Плачет, жалко, конечно. Ну вот она, да. Ну что тут, все она пересекала и уронила Софью Симакову, свою же землячку уронила, к сожалению. И все дальше по цепочке. Цепная реакция. Ну вот, 4, мест побольше. Ну и стартанули девушки. Настя прям что-то все на старте никак не может собраться. Главное, Ну, теперь собраться смотрим. на финише. Да. Так, Ксения Прибытова у нас сейчас удаляется от всех. Настя принимает атаку. Да, уже переходит там на 2-ю, да, позицию. Ну, может быть, Да. хватит. Еще 2 круга до финиша. И, Хорошо может быть, догоняет. хватит. Она на ходу, Да, ход да. хороший. Но Ксюша прекрасно понимает, какова ее соперница. И чуть-чуть прям до финиша остается. Ну что, сможет или нет? Нет. Теперь серебро. Теперь серебро, а Ксения Прибытова, смотрите, Забрала как она свое раз золото. поменялись Да. местами. Да, обменялись. Ну что, тоже так справедливо. У Ксюши была серебряная награда на дистанции 1500 метров, у Насти золото. Теперь обмен. Обмен.
Да, при том, что вчера получилось так, что Настя буквально на финише забрала вот это вот свое золото. Поэтому Ксюша сегодня отыгралась и забрала свое. Молодцы, девчонки, поздравляем всех. Да, ну просто чуть-чуть бы побровее. Все-таки Анастасия Баранова начинала с третьей дорожки. Да. Первая, вторая еще как-то, а первая, третья уже далековато друг от друга. Молодцы. И теперь такое же испытание для мужчин. Вот попадает в тренерские объятия. Всегда приятные моменты триумфа. Да, вот так выглядит тройка сильнейших. И Василина Шарагина становится бронзовым призером. Вот первую медаль завоевывает, да, но индивидуальную здесь. Финал Б также сначала у мужчин. И также с высшее шестое место будет разыгрываться. Здесь 3 казахских спортсмена. Вот так вот. Марк Анкудинов, москвич. Эмиль Рухов, Башкортостан. И между ними 3 шорт-киста из Казахстана. Алим Гиреев сначала. Алиби. Мадьяр Мадихов и Синжан Кинжан. Вот борьба даже за бровочку. Так. Пытаются разогнаться. И не рискнул. Молодец, что не полез, потому что все-таки было бы тогда нарушение правил. Сейчас я вот смотрю, пока россияне этим не пользуются, а, кстати, сказать надо бы, ну, сейчас объясню, о чем я хотел сказать. Вперед вышли именно спортсмены сборной Казахстана и Алиби. Алимгиреев чуть впереди, да? Да. Он выигрывает. Что имеется в виду? Вот я первый раз это видела может быть, кто-то до этого пользовался, у Виктора Ана, как он подглядывает на ноги соперников между своих ног, да? Вот этот вот взгляд обычно это либо вправо, влево, да, вот вправо, влево головой, а между ног, ну вот российские спортсмены, ну, во всяком случае, не знаю, пользуются или нет, но очевидного такого взгляда, как у сборной Кореи, и вот сейчас, и у нынешней тоже вот этой плеяды, все время они между ног, да, смотрят, где коньки соперников. Да, я тоже это замечала, но сколько раз я вот пробовала... Это надо еще уметь. Это нужно уметь, потому что я вот сколько раз пробовала так посмотреть, кто у меня там едет, я сама чуть не оказывалась в борту, потому что пока ты там разберешься, чьи коньки, уже все убегут от тебя. Ну вот это надо уметь, это надо сразу, наверное, вот основу закладывать. Ну что, друзья, да, конечно же, Москва, Александр Симакин на ваших экранах. И первая дорожка, что, конечно, очень хорошо. Дальше Данила Щербенко. Он говорит, я с Дальнего Востока и не против. Дальше Никита Черняев, Башкортостан. Семену Елистратову привет. Там тренируются в его именном теперь.
хотел сказать манежи, нет, все-таки ледовая арена, зал, да. Так, Данил Бычков из Белоруссии и еще один москвич Андрей Петров. Но поскольку он добрался решением судейским, то, конечно же, он может только на с пятой дорожки начинать. У него не очень хороший старт, пока не обучен этому. Но по дистанции бежит хорошо. Другое дело, что если дистанция 1500 метров, конечно, пятая, не пятая дорожка, можно все отыграть, Да. можно догнать, перегнать 100 раз, а 500-метровая дистанция дает совсем скудные возможности на такие маневры. Посмотрим, что сейчас предпримет Андрей с пятой дорожки. Ну да, тут трудно. Может быть, в расчете на ошибки коллег. Все может быть. Ну вот, стартанули ребята. Ну вот Толиген у нас, который был серебряным призером на 1500 метров, он не попал, упал, поэтому не смог попасть потом вот в более высокие стадии. Ну а Владимир Панферов сделал фальстарт, так что в тройке сильнейших точно будут изменения. Так, Андрей у нас уже куда-то отвалился. Ну да, Упал, похоже. ну да. Да, трудно и с таким стартом, и с пятой дороги все это, конечно, сделать сложно. Что тут Вот говорить? сейчас будет борьба за третье место. Ой-ой-ой, и по падении надо добегать Андрею. И надо добегать. И тогда ты третий. Тогда вот вам, пожалуйста. Это вот еще Александр Симакин. Да, это еще раз Выигрывает. показывает то, что когда ты падаешь в самом начале дистанции, нужно Вставай вставать. и беги. Да. Вставай и беги. Ну что, поздравляем Александра Симакина. Еще одно золото в Москву уезжает. Понятное дело. И, успел, интересно, Андрей Петров там? Нет, вот он там так спокойненько не по- катался, что, наверное, и вот, вряд ли. да, и вот сейчас от Елизаветы Ивлевой получит разбор полетов такой, что, как говорится, мама, не горюй. А это был для нее очень хороший бронзовый, конечно, не серебро, не золото, безусловно, но очень хороший бронзовый шанс был. Очень хороший. Соответственно, Данила Щербенко получает, вот видите, какие эмоции, серебряную награду, ну а Андрей Петров тоже получит, только получит от наставников. Нужно обязательно было. Какой, я говорю, шанс? Они упали, ты спокойно доезжаешь, и вот тебе... давайте, мы иногда говорим, что лавры Брэдбери не дают кому-то Да. покоя, да? А в данном случае надо бы вспомнить, что был такой Брэдбери, Конечно. что стал олимпийским чемпионом. Вот смотрите, упали ребятки у нас. И Данил Бычков упал, и Никита Черняев. И пока бы они вставали, Андрей Петров прекрасно бы въехал на бронзовую ступеньку. Ну, сам не хотел. Никита Черняев получает пенальти, ко всему прочему. И, кстати сказать, кто же третий? Кто же третий? А третий, как я понимаю, Данил Бычков. Встал он, доехал. Да. Да. И вот что вот Андрей Петров, зачем упускать этих синиц-то? Ну все, теперь Зачем уже... журавли? Да. Ну, этот шанс. Это, по-моему, первая медаль, да, для Беларуси на этих соревнованиях в шорт-треке. Поздравляем их. Ну а теперь у нас остались эстафеты, девушки и юноши. Но это Одна, будет уже вторая. после подготовки льда.